Здравствуйте. Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Верховный суд Якутии прекратил производство по делу экс-начальника рудника «Мир» Алексея Бургсера в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее сообщалось, что бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО, куда был доставлен 7 октября. Напомним, Алексей Бургсер и бывший исполняющий обязанности главного инженера этого предприятия Александр Ман были задержаны после предъявления обвинения в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть 8 лиц и причинении крупного ущерба. В начале августа 2017 года на руднике «Мир», принадлежащем алмазодобывающей компании «Алроса», произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты. В результате аварии погибли 8 горняков. «Мир» обеспечивал 8% добычи «Алроса». Затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат. В Усть-Майском районе досрочно прекращены полномочия депутата, который нарушил законодательство о противодействии коррупции. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Один из депутатов Наследного совета депутатов Петропавловского наслега не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес представительного органа местного самоуправления представление об устранении нарушений закона. В результате полномочия депутата были прекращены досрочно. Детектор лжи уличил подругу потерпевшей в краже. Пострадавшая девушка рассказала полицейским, что потеряла сотовый телефон после визита своих друзей. Полицейским стало ясно, что к краже мобильного устройства может быть причастен кто-либо из гостей. Было решено задействовать полиграф. С помощью техники была получена информация, что к краже сотового телефона причастна подруга заявительницы, 26-летняя жительница Якутска. Установлено, что телефон подруга продала водителю такси. В Нерюнгри в отношении местного жителя возбудили уголовное дело за уклонение от административного надзора. 28-летний мужчина был ранее неоднократно судим за преступления против собственности, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. За совершенные преступления он находился под административным надзором, установленным сроком на 8 лет. При этом он не соблюдал возложенные на него судом ограничения, систематически нарушал запрет пребывания вне жилого помещения по месту жительства с 10 вечера до 6 утра следующего дня, а также совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок. В Нюрбинском районе на земельном участке местного жителя без его согласия установили опоры волоконной оптической линии связи. Как сообщает прокуратура республики, была проведена проверка. Установлено, что на территории района осуществляется строительство волоконно-оптической линии связи. Подрядчиком строительства является компания «Связь Эксперт». Подрядчик без согласования с собственниками установил на территории их земельного участка опоры ВОЛС. В целях защиты прав собственников прокуратура района внесла в адрес генерального директора компании представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта нарушения устранены незаконно установленные опоры, были перенесены за пределы границ земельного участка. В Красноярске арестовали мужчину, который хранил у себя на складе тысячи бутылок контрафактного алкоголя. В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело. В ходе обыска складского помещения изъято более 25 тысяч бутылок разного объема с алкогольной продукцией, 48 полимерных бутылок объемом 5 литров с этиловым спиртом. Общая стоимость изъятого составила более 8 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства, а также каналы поставки и места реализации незаконной продукции. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.